Молдавские винодельческие компании столкнулись с жесточайшей конкуренцией на европейском рынке именно в сегменте тех вин, что издавна пользуются популярностью в Старом Свете. Конечно, можно попытаться продавать огурцы огороднику и даже преуспеть в этом, но все же единственным и наиболее перспективным решением является выведение и улучшение местных сортов винограда и, как следствие, производство уникальных вин. Эмбарго, введенное Российской Федерацией на вина из Республики Молдова, заставило молдавских виноделов воспользоваться возможностями, предоставляемыми соглашением об ассоциации свободной торговли с Европейским Союзом, и начать поиски новых рынков сбыта, завоевывая расположение западных потребителей. Рары Нягра, Фитяска Нягра, Фитяска Регала – это название всего лишь нескольких местных сортов винограда, вина из которых способны составить достойную конкуренцию европейским брендам. Но все по порядку. В Республике Молдова выращивается порядка 15 сортов винограда, большинство из которых обладают неоценимым до настоящего времени потенциалом. Одним из самых популярных является Рары Нягры или Бебяска Нягры, как называют этот сорт на правом берегу прута. Предполагается, что он насчитывает около 2000 лет и когда-то пришелся по вкусу самому кардиналу Ришелье. Еще один достойный упоминания сорт Фитяска Нягры культивируется лишь на виноградных плантациях Республики Молдова и Румынии. С давних лет славится и сорт под названием Фитяска Албе, являющийся сырьем для производства белого вина, говорят эксперты. Существует немало и других сортов, произрастающих лишь на определенных территориях нашей страны, к примеру, Гордин, Албди, Сухалиман или Плевая. И все они достойны внимания, уверены специалисты, однако не оценены в должной мере молдавскими энологами, хотя потенциал этих сортов признан экспертами международного уровня и знаменитыми сомелье. К сожалению, все, что происходит в отрасли виноградарства и виноделия Республики Молдова, особенно после 1940 года, привело к тому, что виноделие было сведено только к производству преимущественно столовых сортов. Это сослужило плохую службу, поскольку в результате высадки новых сортов винограда было практически уничтожено большинство тех, что выращивались здесь испокон веков. Когда на выставках мы представляем Каберне, Савиньон или Мерло, то нас спрашивают, чем они отличаются от французских, австралийских или чилийских вин. От нас ждут чего-то уникального, особенного, местного, того, что делает нас отличными от других стран. Единственная возможность завоевать международные рынки, по мнению эксперта, это культивирование местных сортов винограда для создания уникальных вин, благодаря которым наши виноделы смогут конкурировать с производителями высочайшего мирового уровня. Для наших виноделов не существует альтернативы, кроме как пробивать свою продукцию на серьезные рынки, где предъявляются высокие требования к качеству. Я имею в виду не те рынки, на которые мы привыкли поставлять свои вина, поскольку там требования занижены по сравнению с запросами рынков Европы или США. А ведь именно здесь заключается самое большое число сделок, и сюда стремятся самые крупные производители. Судя по всему, большая часть молдавских виноделов усвоили полученный урок и сконцентрировали свои усилия на производстве вин из местных сортов винограда. И здесь в первую очередь идет речь о проникновении на международные рынки и разведении новых виноградников. Местные сорта и вина, изготовленные из них, дают Республике Молдова возможность заявить о себе на европейском рынке именно благодаря своей специфичности и неповторимости. С каждым днем все чаще реализуется стремление создать нечто уникальное, поэтому будущее таких вин представляется многообещающим. Среди них есть и такие, которые смогут достойно конкурировать на европейском рынке. У нас есть плантации технических европейских сортов, но имеются и местные сорта, такие как Рары Нягра, Фитяска Нягра, Фитяска Регала. Конечно, наиболее удачными получаются вина, произведенные именно из данных сортов, и благодаря этому нам удастся уговорить зарубежного потребителя попробовать их, ведь всегда заманчиво отведать то, чего нигде больше не купишь. Мы принимаем участие в многочисленных международных ярмарках, где выставляем продукцию из местных сортов, что делает ее особенной. Ведь такие вина, как Каберне или Шардоне, известны во всем мире, но при этом они отличаются по качеству в зависимости от того, в какой климатической зоне произрастал виноград, ставший для них сырьем, на какой почве он был высажен. Именно местные сорта помогают нам привлечь интерес.
Конечно, объемы продаж проигрывают по сравнению с экспортом в восточные страны, такие как Казахстан, Россия и Белоруссия. Но не следует забывать о том, что Республика Молдова лишь недавно начала переориентацию экспорта на другие рынки. Там мы можем приобрести стабильных партнеров, отношения с которыми не будут зависеть от политических факторов. В настоящее время площади плантаций с местными сортами винограда не так велики, как этого хотелось бы. И все же эмбарго, введенное Российской Федерацией, а также подписание соглашения об ассоциации свободной торговли с ЕС, дало новый толчок молдавским виноделам. Они объединились вокруг идеи молдавского бренда «Wine of Moldova» и вынашивают амбициозные планы на 2015 год. Республика Молдова основала бренд «Винурили Молдовии», важнейшей составляющей которого является продукция из местных сортов винограда. Каждая страна продвигает свои вина, и нам следует поступать точно так же. На будущее нам нужно будет активизировать усилия в этом отношении. Хотим, чтобы будущая ярмарка прошла под следующим девизом «Вина из местных сортов». В заключение мы можем уверенно утверждать, что у местных вин огромный потенциал. Нужно лишь научиться максимально его раскрывать, использовать и доносить до потребителей из других стран. А молдавские вина достойны только правдивых слов.